Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемый президиум, Михаил Юрьевич, Ольга Викторовна, Надежда Борисовна, Сергей Лукич, всех выучил. Ну, у вас республика особенная, прямо выходишь из аэропорта и сразу чувствуешь какую-то энергетику особенную. По городу вчера я проехал, сегодня утром тоже погулял. И, конечно, энергетика, она не только от этих прекрасных старых домов, строений, улиц, она еще идет от людей, от какой-то, еще раз повторюсь, наверное, особой теплоты, которую я вот здесь испытываю точно. Народ здесь особенный, конечно, какой-то национальный компонент есть, он влияет на все это. Вот так же попадаешь куда-то в Якутию, попадаешь в национальную республику и понимаешь, что там все по-другому. Не так, как обычно. Или в центральной России где-то, или вот в Сибири, там тоже своя есть особенность, но похоже тоже все. Но здесь действительно вот чувствуешь, как это природа, как вот эта местная национальная специфика влияет на потрясающую работу, которую проводит республика, которой занимаются некоммерческие организации этого региона. И присутствуя здесь, вот на таком высоком собрании, чувствуешь, что действительно у нас есть и единство, о котором говорили предыдущие выступающие руководители, есть, безусловно, уже идентичность и тех, кто занимается социальным бизнесом, представителей некоммерческих структур, гражданских активистов. И есть, наверное, вот такая какая-то особая общность уже, которая появилась за годы новой молодой России, за эти 30 лет. Общность, единство, идентичность тружеников вот этой особой, очень тонкой социальной сферы, гражданской сферы, в которой мы все с вами находимся. Вот я не случайно сказал слово «труженики». Оно ведь такое слово из Советского Союза. И вспомните, да, обращались мы все друг к другу, товарищи трудящиеся, как это было приятно. И на совсем не коммунистические постулаты держали нашу великую страну. Нет, это была как раз вот эта магия труда. И вот, наверное, она была в основе, была базисом той советской идеологии, которая объединяла, сплачивала наших людей. И мы одерживали очень много побед и на военном, и на трудовом фронте. Об этом вот сегодня сказал первый заместитель председателя правительства немножко, я чуть-чуть ему здесь вторю. И вот мне кажется, что сегодня именно гражданские активисты и некоммерческие организации демонстрируют лучшие, наверное, элементы, которые мы подчеркнули из нашего советского прошлого. Это взаимопомощь, это работа и для других людей, это братство, это когда люди помогают нашим инвалидам, деткам. Это все, мне кажется, идет оттуда. И мне кажется, что вот в такой сложный момент, когда экономическая ситуация, конечно, тяжелая, и санкции международные, и пенсионные перипетии тоже, мне кажется, этот вопрос до конца не решен, не успокоился. И технологическое отставание, у нас очень серьезная бедность, к сожалению, есть, и в каких-то регионах она даже хуже ситуация становится. Но мне кажется, что именно в эти моменты, когда мы ждем каких-то партийных инициатив, когда мы ждем, что скажут наши элиты, то именно в этот момент гражданские активисты, некоммерческие организации, социальный бизнес является главным мотиватором для людей, которые будут принимать самые ответственные решения на государственном уровне в такой серьезный, сложный, ответственный момент. Скажу еще буквально два слова. У нас, вот я президент Союза некоммерческих организаций страны, и могу сказать, что мы положительную динамику, несмотря на то, что ситуация очень сложная, видим, как увеличивается количество грантов, субсидий, которые выделяются некоммерческим организациям как на федеральном, так и на региональных уровнях. У нас огромное количество денег, это даже не десятки, не сотни миллиардов, а триллионы, заложены в виде субсидий некоммерческим организациям в национальных
проектах. Это огромные цифры. Мало того, отрабатываются механизмы, когда некоммерческие организации, минуя региональную власть, могут обратиться на федеральный уровень, предложить свой социальный проект, ему помогут его упаковать именно так, чтобы он стал техническим заданием для какого-то министерства, отвечающего за определенный национальный проект, и потом этот проект может выйти на следующий год в виде уже гранта, субсидии или в какой-то другой форме. Это может быть как на конкурсной основе, так и без конкурса. Так что этого никогда не было. Вот с 19 по 24 год приняты совершенно другие решения, и этим это огромная заслуга нашей демократии и хвала нашему президенту, который сделал вот такие предложения на эти 5 лет. Кроме того, я скажу по цифрам. У нас примерно 3 года назад через некоммерческий сектор проходило чуть более чем 600 миллиардов рублей. Сегодня эта цифра около 900 миллиардов. Почему? Потому что 3 года назад президент предложил некоммерческим организациям вот эти 10%, правда, их еще не освоили до конца, но предложение это было, и работа эта началась. На 300 миллиардов увеличился этот объем наших денег, которые через НКО проводятся для того, чтобы некоммерческие организации стали предоставлять услуги населению, пользуясь уже государственными бюджетными средствами. Я понимаю, что сегодня заканчиваю. Площадка такая будет не просто благостная, и все будут друг другу аплодировать. Наверное, будут острые вопросы. Всегда это так, потому что гражданское общество, оно не всегда такое прямо одинаковое, подобное. Конечно, у нас есть стёпки с бизнесом, с государством, всегда есть какая-то вот эта острота, но нужно найти вот ту мелодию, ту тонкость, и вот тогда мы друг друга очень хорошо услышим. Потому что все равно нас объединяет наша великая Родина, наша многонациональная культура, наши ресурсы, потому что мы все еще и родственники, в общем-то. Поэтому предлагаю об этом помнить, желаю всем обязательно сегодня достичь результатов каких-то, с которыми мы уже пришли с определенными вопросами, хотим получить на них ответы. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и обязательно победим, потому что мы вместе.